24-25 сентября в правительстве Республики Саха-Якутия проходил методический сбор специалистов по информационной безопасности, органов государственной власти и местного самоуправления республики. Специалисты обсудили вопросы взаимодействия, исполнения требований федерального законодательства в области защиты информации, создания центров государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы. В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Якутии Кирилл Бычков, министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха-Якутия Анатолий Семенов, руководитель управления ВСТЭК России по Дальневосточному федеральному округу Владимир Цалко, генеральный директор АО «Инфотекс» Андрей Чапчаев, представители органов государственной власти и местного самоуправления республики, а также организации и предприятия региона. В ходе пленарного заседания, проведенного в рамках методического сбора, прошло торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между правительством республики и компанией «Инфотекс» в сфере информационной безопасности. Сегодня прошел методический сбор вместе с коллегами с ВСТЭК и с компанией «Инфотекс». На самом деле, как я сегодня в выступлении сказал, у нас в национальном проекте «Цифровая экономика» 5 направлений, и одна из них очень важная – это информационная безопасность. На мой взгляд, мы мало уделяем ей внимания в республике в целом. То есть есть потенциал для роста. У нас создан Совет по информационной безопасности, создан отдел по информационной безопасности. Принят план, и, конечно же, вот такие мероприятия позволяют нам более четко определить наши цели. На самом деле, к сожалению, не так много кадров в этом направлении, и мы сейчас надеемся, что Северо-Восточный федеральный университет откроет курсы по переподготовке, это 512 часов, и мы все-таки сможем этот кадровый голод в республике удалить. А так, конечно, работы очень много, и засучив рукава, будем работать в этом направлении. Мероприятие было достаточно обсуждено много вопросов, обсуждалась нормативная база, обсуждались вопросы особенностей противодействия компьютерным атакам в современном мире. И, конечно же, фокус в первую очередь обращался на критические информационные системы, системы различных критических отраслей, таких как транспорт, энергетика, банковский сектор и другие. Методический сбор по защите информации прошел с учетом самых актуальных изменений в законодательные и нормативные акты по защите информации. Мы считаем, что до участников данного сбора была доведена вся необходимая информация, и это является базисом для развития, для планирования мероприятий, для повышения квалификации. То есть задана достаточно высокая планка для обеспечения информационной безопасности в органах государственной власти, обеспечения защиты объектов КИИ и других участников информационного взаимодействия в Республике Саха-Якутия. В рамках мероприятия 24 сентября, помимо пленарного заседания, также были проведены открытые лекции и хакатон по информационной безопасности. А 25 сентября в Азимут-отеле была проведена региональная конференция «Будни информационной безопасности-2019» УАО «Инфотекс». О том, какие темы наиболее актуальны, на что нужно следует обратить внимание на данный момент в сфере информационной безопасности, с нами поделились лекторы выступлений. На сегодняшний день моя тема моей лекции угрозы информационной безопасности. Я расскажу про виды угроз, про технические каналы утечки информации ТКИ, и в конце расскажу про уязвимости, какие они бывают, как от них можно защититься. Я думаю, это наиболее актуальная тема на сегодняшний день, так как у многих студентов, сотрудников, у всех есть гаджеты, все пользуются компьютерными технологиями, и им нужно знать в первую очередь, как уберечь себя от утечки своих данных и как защитить себя от угроз. Вы знаете, как показывают все наши обзоры, количество кадров, которых не хватает в области информационной безопасности, настолько велико, что потребность не прекратится в ближайшие пару лет, и ее перекрыть практически невозможно. Именно на это направлены все наши национальные стандарты, где вопрос по кадровому обеспечению стоит одним из важнейших и является показателем выполнения национальных проектов. Общее количество участников мероприятия за 2 дня на 4 площадках составило более 400 человек.
Результаты методической работы, проведенной представителями регулятора в области технической защиты информации, будут использоваться органами власти, предприятиями и учреждениями Якутии в дальнейшем при планировании и осуществлении мероприятий по совершенствованию систем защиты информации республики.